Бисмилляхи рахмани рахим. Есть такая поговорка, не знаю, из Франции или она пришла в русский язык, или еще откуда-нибудь: кого Бог хочет погубить, того лишает разума. Я вот задаюсь вопросом, неприменима ли эта поговорка к такому удивительному казусу идиотизма, который связан с высказыванием в правящих кругах нынешнего кремлевского режима по поводу Казахстана. Вот все эти разговоры о том, что у казахов не было государственности, или высказывания Жириновского, которые идут, так сказать, в тандеме с этими, значит, как бы странными курбетами в адрес Нурсултана Назарбаева, которые одновременно оскорбляют и унижают казахский народ. Все эти разговоры о том, что в Казахстане существует русофобия, что пора поправить взорвавшихся казахов и так далее. Вот в условиях, когда Россия просто окружена всеобщим негативом, когда так называемое мировое сообщество, то есть попросту правящие круги мировой системы, поставили перед собой задачу обвалить режим. В этих условиях, когда сверхценен любой маломальски искренний союзник и партнер, просто плевать в физиономию ближайшего партнера, ближайшего союзника, ставить его на уши, создавать у него впечатление, что после Украины и Грузии займутся сразу же непосредственно им, и тем самым толкать его как можно дальше от себя в стан своих противников, вот это что? Это лишенность разума, это идиотизм, или это очень хитрая игра одной фракции, которая хочет завалить другую, при том, что та, которую хотят завалить, явно не понимает этой игры. Ну, я думаю, что история покажет. В любом случае, я думаю, что наши казахские братья должны быть предупреждены и очень внимательно относиться к тем процессам, которые сейчас будут идти не только в направлении Запада, на юго-восток Украины, но и в направлении юга и востока, собственно говоря. На этот раз уже юго-востока самой России. До свидания.